В эфире новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нургуяна Иванова. Группа ВИЗ планирует провести первичное публичное размещение акций IPO к 2025 году. В октябре прошлого года холдинг впервые выпустил биржевые облигации на 2,5 миллиарда рублей. Объем зарегистрированной московской биржей программы составляет 30 миллиардов рублей. В марте этого года запланирован второй выпуск ценных бумаг на 2 миллиарда рублей. Среди самых крупных проектов холдинга – строительство моста через реку Лену в Якутии совместно с госкорпорацией Ростех. Группа также строит автомобильный обход Хабаровска и мост через Калининградский залив. Всего портфель сформирован из 11 проектов в общей сумме поступлений 542 миллиардов рублей. Также отмечается, что выручка группы ВИЗ в 2020 году выросла на 5% до 21 миллиарда рублей. Глава Якутии Айсен Николаев ввел ключевые показатели эффективности для трудоустройства молодых кадров в местную администрацию. Об этом он сообщил во время эфира в новой социальной сети Clubhouse в среду. По его словам, он поставил KPI руководителю администрации, чтобы в этом году не менее 10 человек из кадрового резерва молодых специалистов должны быть приняты на работу. Глава Якутии также отметил, что в данный момент власти делают ставку на развитие IT-отрасли, поэтому важно привлекать молодых людей к предпринимательству в сфере развития технологий. Власти Якутии рекомендовали промышленным предприятиям принимать на работу местных жителей, в том числе на вахтовую работу и стройки. Численность безработных в регионе удалось сократить с 33 тысяч до 29 тысяч человек за 2 последних месяца текущего года. По словам экспертов, задачу возможно реализовать, если якутяне будут готовы к условиям и объемам работы на производстве, в том числе на переезд в вахтовый поселок. На площадке промышленности и геология в рамках республиканской онлайн-ярмарки «Траектория карьеры» крупные промышленные предприятия Якутии предложили соискателям 3000 вакансий. Это «Алроса», «Колмар», «Полиметалл» и другие. Компания «Якутуголь» ввел в эксплуатацию 2 новых магнитных сепаратора на обогатительной фабрике «Нюрнгринская» в рамках программы технического перевооружения. Сепаратор необходим для получения магнетита, который в дальнейшем используется для разделения рядового угля на концентрат и пустую породу. Кроме того, оборудование позволяет снизить расход железорудного концентрата, что делает производство более эффективным. Компания «Алроса» рассматривает возможность добычи алмазов на территории Иркутской области. Организация намерена составить карту прогноза алмазоносности при Саянской площади с оценкой перспектив на коренную алмазоносность и прогнозных ресурсов категории P3. Весь комплекс необходимых мероприятий «Алроса» планирует провести в 2 этапа. На первом будет анализ геолого-геофизической изученности и опоискованности на алмазы при Саянской площади, а также сбор, обработка и интерпретация для подготовки карты прогноза алмазоносности. Срок выполнения данных работ определен до 31 мая текущего года. Второй этап подразумевает формирование базы минералов-индикаторов, кимберлитов и анализ особенностей их распределения по площади работ с последующим составлением карты к 31 октября текущего года. Отметим, в общей сложности «Алроса» предполагает затратить на оценку перспектив при Саянской площади и составление карты до 9 миллионов 830 тысяч рублей с учетом НДС. Свыше 2 миллиардов рублей направят в 2021 году на дорожные работы в Якутске. На эти средства предстоит отремонтировать свыше 40 километров дорожной сети. В план по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту дорог на территории города Якутска вошли 43 объекта. В частности, начнутся работы по капитальному ремонту проспекта Ленина стоимостью в 1,5 миллиарда рублей. Самой дорогой частью проекта является замена канализационного коллектора 1968 года постройки. Капремонт приурочен к столетию образования Якутской АССР. Юбилейную дату республика отметит в 2022 году. Отметим, что в прошлом году Якутск, несмотря на острую нехватку кадров из-за пандемии коронавируса, перевыполнил план по ремонту и строительству дорог. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.